Более 3 миллионов рублей в день приносит владельцам каждый алкомаркет, работающий сегодня в Якутске, поэтому неудивительно, что алкомаркеты растут как грибы. В погоне за сверхдоходами торговцы зеленым змеем ни перед чем не останавливаются. Вопиющий случай на днях произошел в Якутске. В районе студенческого городка СВФУ открылся огромный двухэтажный алкомаркет «Алмаз». И это в шаге от студенческих общежитий, но никакого возмущения у официальных якутских властей это не вызвало. Такая пассивность власти, которая активно ведет борьбу с алкоголизацией населения, связана с именем дочери главы республики Егора Борисова Сарданы Поповой. Попова Сардана Егоровна, младшая дочь главы Якутии, родилась в 1985 году в селе Чурапча. Окончила факультет психологии ЯГУ. Через ООО «Прогресс» Сардана Попова и дочь бывшего президента Якутии Юлия Штырова владеют акциями Макбанка, обслуживающего счета компании «Алроса». По имеющимся данным, именно Сардана Попова стоит за номинальным владельцем сети «Алмаз» Ибадовым Арифом Ибат-Аглы. Примечательно, что 5 лет назад Ариф Ибадов имел серьезные проблемы в бизнесе и претензии со стороны налоговых органов, но с того времени чудесным образом органы сняли все вопросы к Ибадову, а он стал одним из богатейших людей Якутии. По оперативным данным, через алкомаркеты «Алмаз» проводят контрафактный алкоголь. По оценкам экспертов, доля контрафакта на алкорынке республики доходит до 70%. Львиная доля нелегальной водки поступает по железной дороге из Нерюнгри, где транспортную полицию возглавляет земляк Ибадова, полковник МВД Сатулаев Элгар Иманвердиевич. Сейчас алкомаркеты «Алмаз» активно заходят даже в дальние наслега. Но самый большой интерес у коммерсанта, конечно же, к Якутску. По данным информированного источника, уже в октябре в Илтумен будет внесен законопроект, сокращающий расстояние от алкомаркетов до школ, детских садов, больниц и спорткомплексов с нынешних 150 метров до 50, и все это будет упаковано под лозунгом борьбы с нелегальной продажей алкоголя. Алкомагнат Ариф Ибадов хорошо знает, кому обязан своими миллиардами, и охотно спонсирует все проекты Егора Борисова. Так, Ариф Ибадов вместе с братом Матлабом, владельцем другого ООО дальневосточной торговой компании «Алмаз», перевели 1 миллион 880 тысяч рублей в предвыборный штаб Андрея Борисова. По словам режиссера, он не представлял, кто спонсирует его избирательную кампанию. Матлаба и Ариба Ибадовых в штаб привела ректор СВФУ Евгения Михайлова. И вскоре после перевода денег на счет кандидата Андрея Борисова в студгородке открывается новый алкомаркет «Алмаз». И ректор Евгения Михайлова делает вид, что ничего страшного не произошло. По данным МВД, несмотря на все принимаемые властями меры, ежегодно увеличивается количество преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. А вся эта якобы трезвая кампания направлена исключительно на обогащение отдельных лиц, приближенных к семье главы Якутии.